Нет ингушского языка. Есть чеченский язык. Нет нации ингуш. Есть нация чеченец. И для тех ингуштинцев, которые утверждают обратное, это видео будет полезным. Мнение профессионального лингвиста А.Н. Великобритания. Если язык не состоит из двух и более диалектов, то он сам является диалектом другого языка, а в так называемом ингушском языке только один диалект, и то они говорят на чеченском языке орстхаевского диалекта. Соответственно, ингушского языка нету, как и самого народа. Где ингушские земли? Если отрезать наши земли по 1924 год и Дишни, Ламджейрах, то не остается ничего. И плюс к этому Малгобек с Псидаховым. Не может такого быть у двух разных народов, тейпы одинаковые. Орстхай среди ингушей есть Чоевы, Цантароевы, Хачароевы, Илхароевы и так далее. Основной костяк так называемого ингушского народа состоит из этих чеченских тейпов. Вашингтон Ирвинг пишет: единство чеченцев не было раскалено даже в начале XIX века, ибо план по созданию отдельного этноса из чеченских племен назрел позже. Арсений Жидановский, епископ Русской Православной Церкви, пишет: ингуши – это отделенное от чеченцев племя, которое стало развиваться под крылом Русской империи. Владимир Иванович Марковин, советский археолог, пишет: процесс образования ингушского народа завершился в конце XIX века. Резван Плиев пишет: ингушский язык не существует, как и самого народа, употребляемый ингушами говор – это чеченский язык орстхаевского диалекта. Виктор Александрович Шнирельман, советский археолог, пишет: имперская Русь против непокоримого чеченского народа предприняла коварные планы покорения этого народа, а в нем не было возможным в виде обстоятельства. Россия начала разделять чеченцев на умеренные и агрессивных, а под конец назрел план ударить в сплоченность, этим самым разделив и образовав ингушский народ исключительно из чеченских племен. Например, видный ученый-кавказовед и военный историк Адольф Петрович Берже еще в 1859 году, перечислив целый ряд чеченских и ингушских обществ, назрановцев, карабулаков, галашовцев, джейраховцев, кистов, галгаевцев, царинцев, акинцев, пешхой, ичкеринцев, качкалыковцев, мичиковцев, алховцев, чеченцев тёркских, чеченцев сунжинских и чеченцев драгунских, отмечал. Вот исчисление всех племен, на которые принято делить чеченцев. В строгом же смысле деления это не имеет основания. Самим чеченцам оно совершенно неизвестно. Они сами себя называют нахча, то есть народ, и это относится до всего народа, говорящего на чеченском языке и его наречия. Упомянутые же названия им были даны или от аулов, как Цори, Галгай, Шато и другие, или от рек и гор, как мичиковцы и качкалыки. Весьма вероятно, что рано или поздно все или большая часть приведенных нами имен исчезнут, и чеченцы удержат за собою одно общее наименование. Берже Адольф Петрович, Чечня и чеченцы, Тифлис, 1859 год, страницы 65-66.